В эфире «Актуальное интервью» в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В рамках межрегионального культурного сотрудничества Арктический государственный институт культуры и искусств пригласил гостей из республик Тыва и Алтай. Гость в нашей студии Ногон Аба, заслуженный артист Российской Федерации, режиссер, драматург, композитор из республики Алтай. Ногон Аба, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы разносторонний человек, кроме всего исполнитель горлового пения. Вот расскажите об алтайском горловом пении, вот как о народном песенном жанре. Ну, мою бытность, когда я еще был юношей, у нас на Алтае оставалось где-то 7 таких поющих сказителей, настоящих. Вот Алексей Калкин, который в свои 25 лет знал 30 сказаний. Он был один из последних магиканов. Я считаю его большим своим учителем. Там еще из живущих сегодня настоящих сказителей это Танспай Шинжин. Это отец Аяны Танспаевны. Вот сейчас она выйдет с вами на интервью. Он тоже большой мой учитель. Я благодарен, что судьбе свои 30 лет я только начал заниматься вот этим гортанным пением, или как искусство пения героического эпоса Кай. Вот. Я пока актерский учился в Новосибирске, закончил. Потом 6 лет в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, режиссуры, драмы, кафедры Товстоногова, класс Музеля. Поэтому я пока только театральным искусством занимался. Некогда было мне заниматься вот этим хаем. И вдруг 30 лет, когда начал ставить свой преддипломный спектакль и дипломный, я начал, вот, думаю, как бы научиться петь. И вот только начал извлекать, орать как медведь, рычать. И все говорили: да брось, Ногон, это же что за рев? Надо знать большие эпические произведения. Вот тогда ты будешь называться уже сказителем. Я говорю, ну, я же режиссер, я пишу сценарии, драматургией занимался. Алтайских писателей я инсценировал и ставил на алтайском языке в основном спектакли. И где-то около 60 с лишним спектаклей, театральных постановок мною было сделано, поставлено на Алтае. И плюс еще я занимался распространением вот этого гортанного пения, учил ребят в музыкальной школе, в колледже, актеров заставлял в ансамбле. Вот когда я работал, я учил просто напрямую, чтобы они пели сказания. Сегодня я просто доволен тем, что у нас около 100 поющих, понимаете? Это прекрасно, потому что сказительское творчество, вот искусство Ая передается из уст в уста, от отца к сыну, от дедушки к внуку. А мы напрямую говорим, любой человек может научиться петь. Даже, говорю, девушка может научиться петь. Вот. А потом в этом творчестве Анатолий Васильев в 2000 году меня пригласил в Москву преподавать это гортанное пение в своем спектакле «Илиада Гомера». Я пел партию Нестора и плюс еще учил всех актеров петь, рычать и читать большие монологи. Поэтому даже в этих зарубежных гастролях, потом, когда Васильев ставил уже в Греции свой спектакль «Медею» на древнегреческом языке, я им просто месяц учил этих греков
петь, рычать и читать свои монологи гортанным пением. Это удалось. Вот, Ногонаба, в чем особенность вот этого такого алтайского гортанного пения? Может быть, продемонстрируйте какой-то небольшой отрывок, коротенький. Но в том, конечно, это совершенно технология другая. Вот наши тувинцы, хакасы, монголы, Алтай, в основном вот этот регион поют вот этим гортанным звуком. А у нас эпические произведения все почти поются гортанным звуком. Именно стиль кархра называется. Вот. Вот в этом стиле. А меня пригласили, то, что я с прошлого года в онлайне занимаюсь со студентами Арктического института, нашими алтайскими ребятами. Вот этот эпос Маадай-Хара, и они поют отрывки, я им ставил голоса. Сейчас привез инструмент топшур, под который они начинают уже в ритме топшура петь эпические произведения. Сейчас идет как раз-таки постановка, получается, совместная с Якутией, с Тувой и вот с Республикой Алтай. Расскажите об этой постановке. Сейчас идут как раз-таки репетиции, насколько я понимаю. Вот что удалось увидеть, в чем суть этой постановки? Я скажу, что это совершенно удивительная, конечно, практика, когда они берут тувинское сказание, алтайский Маадай-Хара и якутский Нюргун-Баотар. Это все эпосы объединены в один сценарный очень клубок. И я думаю, из этого выйдет очень прекрасный, замечательный спектакль. Просто вот ощущаю и чувствую, и радуюсь, что именно здесь, в Якутии, они сумеют сделать достойный спектакль. Ну, секретов раскрывать не будем. Да. Вы с собой принесли книгу. Расскажите, что за издание, что это за книга, что вы в нее внесли, так сказать, что вы хотите передать людям? Ну, книга в прошлом году к моему юбилею, 75-летию, мы издали вот такую книгу «Ногон». Мой друг Николай Витовцев в течение 40 лет писал про меня. Все мои поездки европейские, зарубежные гастроли, плюс вот работа у меня у Анатолия Васильева, потому что это действительно влияние алтайского хая на развитие международного театрального искусства. В этом, наверное, и сила нашего алтайского хая, гортанного пения, когда вот многие русские актеры уже поют, даже композиторы есть. У меня вот Булат Кафаров, известный такой композитор, мультиинструменталист, он поет тут гортанным звуком. Вот поговорим о сотрудничестве с Арктическим государственным институтом культуры и искусств. Сколько студентов из Алтая учатся у нас здесь в институте, и как вы взаимодействуете с У нас нашим... 3 студентов, 1 девушка, 2 молодых парней из моего района Ангудайского. Это село совсем рядом. И они, я скажу, они освоили вот это пение. А теперь, если освоят инструмент, то со временем они могут стать вообще большими актерами. И вот со мной еще приехал Баир Турлунов. Он в 6 лет уже пел 300 стихотворных строк эпоса. Я говорю, хватит, я верю, что ты поешь. А отец его говорит, его нельзя остановить. Он уже, говорит, в транс вошел, пока до конца не споет, не остановится. И действительно, со временем я просто чувствовал, что такой ребенок, такие дети, они станут настоящими сказителями. В 17 лет он уже пел Маадай-Хара 8000 стихотворных строк. Представляете, наизусть все запомнил, у него оттуда душа,
и все открылось. А сегодня ему 25 лет, он говорит, ну пусть остальные молодые состязаются, а я отдохну. Молодые, говорит, вот 25 лет. Это очень замечательно, когда есть вот такие удивительные люди. А вот как понять, что у человека есть способности к сказительству, вот к такому горловому пению? А это талант, конечно, переходит. Это генная память. Понимаете, это не каждый способен все это. Потом это надо воспитывать родителям, детям прививать вот эту древнюю культуру. Вот в этом сила. Вот мой брат, он на 2 года моложе, Кадраш Шумаров, он поет Мадайхара 7 часов, тоже вот большой эпос. Еще 3 сказания вот он поет. Еще есть сказание, записал, вот я с собой привез, и его буду уже потом отпечатаю, запишем и сделаем альбом. Понимаете, он его слышал в 1959 году, когда еще ребенком был. Ребенком был, он слушал и вспомнил, понимаете, уже в пожилом возрасте. Это также Калкин говорит, однажды я приехал в Горно-Алтайск, а что было? Почему приехали? Он говорит, вчера средь белого дня ко мне явился, говорит, Хан Капчихай, богатырь в золотых серебряных доспехах, и говорит, ты про меня сказание скажешь, знаешь? Я, говорит, торопя, говорит, да, знаю. Он руку положил на грудь, говорит, давай пой, если в одном месте ошибешься, я тебя просто раздавлю. Я, говорит, так напугался и начал петь. И ни разу не ошибся. И все, от начала до конца он спел. Он, говорит, расхохотался и говорит, да, знаешь, оказывается. Ну, а почему, говорит, ты так преувеличил-то? Налево 1000 воинов падает, направо 1000 падает. Это слишком. И он говорит, ну, молодец. И ушел. Я, говорит, так напугался, думаю, если он еще раз придет, все, меня раздавят. Я быстро в автобус сел, приехал в Горно-Алтайск, там Клавдия Регековна, вот научный сотрудник, она начала писать. А потом через неделю он уже, когда закончил это сказание, я его пригласил к себе домой, пили чай, он мне вот все это рассказывал. Он тоже был моим учителем, и Танс Пайшиншин, они учили говорить, что надо знать эпос – это самое важное. Я сегодня вот всем своим этим студентам, всем своим ученикам говорю, и молодым, я сейчас больше в жюри сижу, когда Курултай сказителей, и их мы направляем на знание эпических произведений. Развивать надо память, культуру языка, вот в этом сила. В этом мы, как народ, никогда не погибнем и не рассеемся, и язык у нас будет развиваться только благодаря Каю. А Калкин тоже говорил, Кай барда халық бар, Кай барда Алтай дурар. Это значит, если есть Кай, значит, будет народ. Если Кай будет жить, значит, Алтай будет жить. Вот на этой мысли предлагаю завершить наш разговор. Ногон-Аба, для нас большая честь, что вы пришли к нам, ответили на наши вопросы, пообщались с нами. Желаем вам, конечно же, крепкого здоровья и нести дальше это сказительство людям. Обязательно сохранить его в народе. Спасибо. Большое спасибо. Всего доброго. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.